Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Испытано на себе». Сегодня я испытаю на себе одну из самых, интересных и уникальных профессий – это профессия грумер. Поработаем сегодня вместе с собачкой, узнаем все прелести, все нюансы ухода за нашими любимыми питомцами. Ну и специально для этого я решила посетить один из самых лучших центров ветеринарных – это «Кот и пес». И нас уже здесь ждут. И я думаю, сегодня будет с нами очень интересно. Испытано на себе. Ну и мы готовы к нашему эфиру, дорогие друзья. И находимся мы в ветеринарном центре «Кот и пес». И с нами будет сегодня работать Екатерина Портнягина. Она является хозяйкой этого салона. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко истории вот этого вашего любимого детища, да, как давно начинали работу и вообще с чего вдруг вы решили стать вот тем самым грумером? Вообще наш салон работает уже 10 лет, все нас в городе знают, все нас любят. Клинику мы открыли совсем недавно, буквально год с немножко. Вот, недавно открыли еще зоомагазин. Сама я грумером стала совсем недавно. Да, работаю я, получается, мастером всего год. Но за это время я уже успела занять призовые места на международных конкурсах. У меня было и первое место, и второе, и третье. Вот. Для меня это очень большая радость заниматься с питомцами, потому что они несут добро, они несут позитив, и очень большое счастье отдавать красивых собачек и кошечек для их владельцев. Ну а вообще у вас любовь к животным, она появилась, наверное, с детства, или все-таки это уже просто, когда вот стали работать и стали понимать, что животное это уже не просто работа, а уже смысл жизни? Вообще с детства у меня была очень сильная аллергия на шерсть, и у меня никогда не было домашних питомцев, и поэтому я даже не училась на грумера, потому что я боялась, что я не смогу быть в этой профессии. Но отучившись, как-то само собой все сошло на нет, и я настолько полюбила животных. Теперь у меня у самой 2 собаки, у меня 2 королевских пуделя и котик. Вот так вот, да? И аллергии нет? Да, все стало хорошо. Ну что, хорошо, вот мы находимся сейчас, я так понимаю, это называется ресепшн, да, у вас очень большое, да, помещение относительно, да, ну вот других маленьких салонов. У меня просто самой собака, и я бываю в подобных заведениях, всегда очень тесно, все очень маленько. У вас светло, у вас большое такое пространство, и это, я так понимаю, ресепшн, то есть здесь вы принимаете собачек и кошечек? Да. Здесь проходит приемка как и в салон, так и в клинику. Вот. Здесь можно проконсультироваться, здесь можно что-то приобрести. Также рядом у нас магазин, поэтому все удобно. Все удобно. То есть вы здесь еще и лечите животных, да? Конечно, то есть не только наводите красоту? Да. Вот так вот, да? Проводим операции, вакцинируем, проводим какие-то либо консультации по питанию. И вообще полный комплекс. Можно здесь получить полный комплекс всех услуг. Да, я думаю, о том, как делать операции животным, мы в этом эфире не поговорим. Я думаю, это уже следующая серия «Испытана на себе». Но сегодня мы говорим про грумеров, да? Ну хорошо, и, допустим, вот приносит собачку, да, хозяйка или кошечку, и что дальше происходит с ней? Мы обязательно заполняем акт. У нас есть акты приема передачи питомца. Мы заполняем полностью все пожелания клиента, вписываем в карточку. Мы вписываем сумму, кто является мастером, также породу и кличку. А сейчас к нам как раз должен подойти наш клиент, и мы можем все это вместе с вами заполнить. Да вы что? Вот есть у нас. Вот он! Здравствуйте! Какая милота! Так, ну хорошо, вот вы принимаете животное, да, что вы оцениваете, чего нельзя, да, недопустимо при приемке и, допустим, на что особое внимание обращаем? Мы можем отказать в приемке животного, если животное проявляет очень сильную агрессию, либо стресс, потому что стресс, он опасен для здоровья. У многих животных есть проблемы с сердцем и прочее, поэтому если животное находится в таком как сказать, тревожном состоянии, мы его лучше не принимаем. Также беременность животных тоже является противопоказанием, особенно если это какой-то вычес колтунов идет, мытье, они очень сильно стрессуют и можно потерять плод. Но наш клиент сегодня... Наш клиент бодр и весел. Очень. Поэтому мы его сейчас осмотрим. Обязательно осматриваем собачку на наличие колтунов. Вот здесь у нас имеется колтунчик небольшой. Бедняжка. Да, немножечко мы скатались. Вот, коготочки. Коготочки у нас очень длинные. Это непозволительно. Когти нужно стричь обязательно раз в 2 недели всем питомцам. А так
состояние, и шерсть у него очень даже хорошая. Так, а давайте я попробую заполнить Давайте. вашу, да? Так, бланк, оказываем услуг. И мастер мы записываем. Екатерина. Да, Екатерина. Могу ли я выбрать мастера или вы назначаете его Да, сами? конечно, у нас идет выбор мастеров. Мастеров у нас очень много. У нас есть онлайн-запись, там клиент может выбрать сам, к какому мастеру он хочет попасть, либо по WhatsApp, либо Instagram. А, то есть я могу выбрать? Да, конечно. Порода и кличка, кто у нас? Шпиц пишу. Шпиц. А кличка? Юки. Хорошо. Так, дальше смотрим. Комплексный уход мы сегодня, да, Да. будем? Мытье, стрижка, сушка, дополнительная обработка ушки, глаз и когти. Время сколько у нас будет? Это где-то в среднем у нас уходит 2 часа. 2 часа. Вот так, минут пишем. Ну, 2 часа, да. ладно, напишу. Цену мы писать не будем, оставим тайной, да? Так, хорошо, стрижка ножницами, да? Нет, у нас все это входит в комплексный А, уход. вот, все, Да. все. Да. Ой, дорогие друзья, смотрите, что мы сегодня во время эфира увидим. Как будет происходить мытье, сушка, стрижка ножницами, стрижка машинкой, стрижка когтей, распутывание колтунов, спа, ультразвуковая чистка зубов, профилактика парапроктита, чистка ушей, выбривание узоров, маска для шерсти. Вот так вот. Представляете? Не каждый человек может себе позволить такой уход, да? Здесь все, да? Отлично. И все, мы, значит, принимаем его. Да. Это уже про кошечек. Так, все, здесь мы записываем пожелания клиента. Клиент какую у нас стрижку хочет? По породе. По породе называется, да? Породная стрижка шпица. По породе. Ну, написала по породе. Треугольные ушки. Ушки. А, это обязательно, да? Да, конечно. А бывает? Бывают круглые. Угольные ушки. Ушки и маска. Вот так вот. Хорошо. И Все, здесь у нас клиент ставит дату, подпись, расшифровку, так как он ознакомлен и дает свое согласие на проведение процедур. вот так вот. Принято. Принято, одобрено. Надеюсь, сегодня вы останетесь довольны. Ну, да, еще надо было в этих пожеланиях клиенту, что он стал героем программы «Испытано на себе» на телеканале «Якутия-24». Звезда теперь у нас. Хорошо, движемся далее, друзья. И что дальше у нас? Дальше мы поднимаемся к нам в салон на 3-й этаж. На 3-й этаж. Пойдемте. Так. Испытано на себе. Мы находимся в грумерском кабинете, где прямо сейчас мы приступим к делу. Здесь мы что будем делать, Екатерина, в этом месте? Да, мы сейчас обязательно прочешем нашу шерстку, разберем колтуны, которые имеются, сделаем гигиену. Гигиена – это у нас выбривание подушечек лап и стрижка когтей. Почистим ушки и глазки и пойдем мыться. Вот так вот, да? Хорошо, мы приступаем, дорогие друзья. И самое главное, у меня вопрос, как мы должны его привязать или что? Да, фиксация у нас обязательно, потому что животное – это не человек, он может спрыгнуть со стола, может повредить себя, и агрессивное животное может, в принципе, даже прыгнуть на мастера. Поэтому у нас происходит фиксация. Животного на столе одного никогда не оставляем, потому что он может спрыгнуть вместе с фиксирующим устройством и… Не дай бог. Да, поэтому мы очень любим своих клиентов, следим за ними и обязательно фиксируем. Хорошо. С чего начинается весь этот интереснейший процесс и что вы используете, какие Да, инструменты? сейчас я вам покажу, что мы используем. Стоять. Только посмотрите на его милую мордочку. Он так и просит глаз. Ой. Так. Так, что мы используем? Подожди, сейчас заново. Что мы используем? Мы используем обязательно пуходерки, гребни. Гребни должны быть очень хорошие, глубоко входить в шерсть, иначе, когда чешет сверху шерсть, она не прочесывается, внутри остается подшерсток, он скатывается в очень сильные колтуны, и потом собачке очень тяжело работать. Это самая большая ошибка всех хозяев. Они думают, что у них собачка прочесанная, потому что они ее чешут нежно, поверхностно, думая, что она очень у них ухоженная, да? Да. Так. Вот, обязательно используем маленькую расчесочку для оформления лап, когтерез и триммер. Триммером мы бреем подушки. Вот так вот. Сегодня я узнала для себя много интересных слов. Еще раз. Когтерез, Когтерез. Вот это. Гребень-то ладно, понятно. пуходерки. Пуходерки. А они разные еще? Да, бывают? они разные. Помельче и побольше. Да. Ой, простите. Так, и все, понятно. Все, вы приступайте, а я уж как-нибудь вам помогу в этом. Да, давайте начнем. Собачка должна всегда стоять.
Когда она стоит, ее прочесывать намного легче. А ему не больно? Нет, ему не больно, зато он избавляется от множества лишней шерсти, которая находится у него в подшерстке и очень сильно ему мешает его коже дышать. Вот. Вычесть это вообще очень обязательная процедура, потому что когда шерсть не прочесанная, начинаются различные раздражения, перхоть. А можно ли это делать в домашних условиях или нежелательно? Да, конечно, это можно все сделать в домашних условиях, и мы очень благодарны тем клиентам, кто это делает, потому что когда они приходят на стрижку, уход, это все проходит намного быстрее и безболезненнее, да? А то есть это надо делать вот против шерсти или по шерсти? Это без разницы, чесать можно совершенно в любую сторону, главное, чтобы хорошо отходил внутренний вид. Нет, ну хорошо, когда маленькая собачка, да? А если Да. собака огромных размеров, это не приносит такого удовольствия, наверное. Это Да, и муторная работа. Да, поэтому собачки больших размеров в основном все приходят сюда и проделывают эту процедуру. А вот смотрите, вот тот самый колтун, обратите внимание, дорогие друзья, вот он, да? Вот этот самый неприятный момент. А что с ним? Как вы его тоже вычесываете? Да, мы его должны вычесать, потому что шпицам нельзя ни в коем случае резать шерсть, Почему? потому что остаются очень некрасивые дырочки, и они очень тяжело зарастают. И вот так прям- Да, шерсть шпица вообще очень нежная. Заведя себе такую собачку, вы должны просто себе пометить, не знаю, в календарике, поставить какую-то заметочку и не забывать раз в месяц приходить на гигиенический уход и раз-два на комплексный. Вот так. Потому что, да, это как себе сделать маникюр, да, сходить на реснички. А бывает такое, что этот колтун вообще не расчесывается? Да, это уже когда очень сильно запущенный момент. Мы, Тогда только сбивать. конечно, тогда и то мы стараемся их аккуратно вырезать, чтобы не было. Признаюсь, у моего питомца один раз было такое. Мы пришли к грумеру, и нам сказали, что бесполезно что-либо делать, только сбривать. И он у нас стал полностью лысым. Вот так. Вот, то есть я из тех хозяек, которые, видимо, не очень... Вот и все, он отошел. Ой. То есть смотрите. Да, он очень легонечко отошел. У нас такой легкий колтунчик. И больше у нас не будет тут проблемок. А вот это нужно приобретать тоже же лучше в специализированных магазинах, да? Да, в Обязательно. нашем магазине на первом этаже Тоже также есть. клиенты могут прекрасно приобрести. У нас продается профессиональная косметика, профессиональный инструмент, поэтому домашний уход становится намного легче с нашей помощью. А тут можно как-то навредить собачке или нет? Нет, здесь совершенно навредить нельзя, если только не взять очень грубую пуходерку, которая, допустим, предназначена там для кавказских овчарок, да, и прочесать очень грубо. А смотрите, наш-то клиент сегодня очень спокойный сидит, ему, по-моему, нравится очень весь процесс. Ему, да, ему в кайф. А если собака вот неусидчивая, ну вот паникер, да, вот просто мой такой, да, допустим, и вы как их успокаиваете? Мы разговариваем с собакой. С собакой можно договориться. Да, на самом деле собака это не кошка. С кошками очень сложно, они очень своенравные. С ними, конечно, разговор короткий. Если им что-то не нравится, они просто не дают себя трогать. Вот так вот, А да? собачки, они без хозяев, они ведут себя очень замечательно. Поэтому многие хозяева просятся на процедуру, я хочу поприсутствовать, я хочу посмотреть. Ой, Нельзя. Нельзя. Категорически, потому что питомец будет себя вести очень А комфортно. вот этот-то наш красавчик такой, он ухоженный, у него тут один все колтун был, Да. и все. Хорошо, но как будто бы мы его вычесали, ведь, Да. да? Хорошо, дальше следующий Теперь мы процесс. приступаем к бритью лапок. Лапки как? нужно брить обязательно. Ой, Да. сиди, мой хороший, сиди. Мы фиксируем ножку аккуратно и сбриваем, чтобы там не было колтунов, грибков, бактерий. Ой, мамочки, а порезать невозможно там ничего? Порезать, конечно, всегда можно, есть такая вероятность, нужно просто действовать аккуратно и быстро. Быстро, Потому самое что- главное быстро. Да, Стой, потому ну, что хорошо, стой. они очень такие нежные, за все переживают, за каждый свой волосок. Ой, забрали, ой, верните. Так, ну-ка мы покажем на камеру крупным планом, как это происходит на передних лапках. Смотрите. Так, он должен стоять все время. Да, поставить его вот Да, так, так. 4 лапки мы его. И лапку на камеру покажем. Да. Давай, покажи все республики, какие у тебя красивые лапки. Вот. А зачем это сбривать-то? Ну, волосы, да волосы там. На них сбиваются очень сильные колтуны, которые мешают при ходьбе, потом бактерии различные, там все мокнет во время прогулки. Поэтому А вот лучше эти нежные всё- подушечки нельзя повредить? Они же такие у него. Ой, 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 Да, можно, конечно, но нужно работать Нет. аккуратно. Все, не все, не обижаем.
Так, значит, хорошо. Да. Ну, полетела у нас 6. Так, эту еще одна лапку мы лапка. обработали. Давай, Теперь, стой, да. мой хороший, стой. Теперь другую лапочку. Ой, не нравится ему это. Ну что ты мой хороший. Так, ну давайте Как говорит поставим. Катерина, с ним можно договориться. Да, мы Так. поставим аккуратненько. И так, сейчас спреем. Ой, все у нас. Смотрите, как она его, она знает, как лапку-то загнуть, как ее взять, все очень. Я бы побоялась, просто мне кажется, что это больно почему-то. На самом деле, конечно, наверное, ему не больно, но Конечно, все. с тобой только так, милый мой. Да, теперь будем стричь когти. Когти нужно стричь обязательно каждые 2 недели, потому что вместе с когтем отрастает сосуд у животного. Когда отрастает сосуд, мы не можем сразу коротко обстричь когти, потому что когти начинают кровить. Иногда, конечно, это очень такая мера, на которую мы идем. После мы объясняем обязательно хозяевам, почему кровили коготочки, мы их потом прижигаем и отпускаем домой. Потому что когда такие когти, идет деформация полностью, и идут потом начинаются проблемы с суставами. Мамочки! Ужас! Да, Юрки мой сладенький. Вот так вот. А определенно, вы же оставляете не под корень состригаем, да? Нет, конечно, под корень И состричь мы нельзя. не под углом, ничего, просто вот так прямо, да? Да. Состригаем. Это все, конечно, Сиди, тоже сиди. можно проводить все эти процедуры. Не Эти нравится. все процедуры можно проводить также дома. Дома. Купить хороший когтерез. А вообще, как бы, говорите, каждые 2 недели надо когти Да. состригать? Обязательно. Своим клиентам я стригу когти каждые 2 недели бесплатно. Вот Да. так вот. Я Только приучаю привози, да? всех, конечно. Главное, чтобы питомцу было хорошо. Вот так вот. И я опять вспоминаю своего, по-моему, каждые 2 месяца, может быть, есть, но не каждые 2 недели. Смотрите, ему, в принципе, не так больно, да? Нет, это совершенно безболезненная процедура. Они просто не приучены, и они боятся. Да, вот так. И это быстро. Вы заметили? Минутка и все. Да. Все, мы готовы. Вот так вот. Это Да. все? Да, сейчас мы почистим ушки, глазки и пойдем мыться. Стоять. Назад. Ушки, глазки тоже же чистить можно и в домашних условиях, да? Да, конечно. А есть ли какие-то вот самые такие заветные правила грумера? Ну вот, ну не знаю, которые вот, допустим, можно, знаете, использовать в своей повседневной жизни со своим любимцем, да? Заветные правила – это чистка глазок. Видите, тут у него, да? Да, мы видим. Накопилось. Посмотрите, слезы вот посмотрите эти на вот. его глазки. Вот здесь накопилось, и это не есть хорошо, да? Да, это нужно обязательно чистить. Посмотри туда, посмотри туда, туда смотри. А! Еще раз туда посмотри. Вот эти глазки, да? Да. Чем мы их вычищаем? Глазки можно протирать просто хлоргексидином самым обычным. А просто водичкой нельзя? Нежелательно. Ну, нет, тут у нас все равно и дорожки. Как она все умела это делать? Она просто за мордашку взяла и начала вот так. Да. Ой, не нравится нам, мы не приучены. Вот это, потом, Да. Рычит, рычит. Давай. Так, Юки. Нет, не даст. Не даст, да? Не В даст. этом случае? В этом случае мы тогда просто помоем глазки сейчас в ванной вместе с В этом со случае средством. Да. уйдешь домой грязный. Да. Вот видите, какие у нас клиенты, всякие разные. Да. Подход индивидуальный нужен каждому. Да, Да. что ж такое? Он, смотрите, он еще и хитрый. Он Юки. Он еще кусаться умеет. Так, ставим Юки сюда. Так. Мгм. Сейчас он успокоится. Все хорошо, все хорошо. Никто тебя не трогает. А ушки? Ушки прям Ушки туда? мы протираем обязательно лосьоном, да, вот видим. А, лосьон есть. Да, лосьон для ушей специально у нас идет. Как часто ушки надо протирать? Ушки тоже можно раз в неделю обязательно протирать. Потому что там это что? Это все? Да, все скапливается. Ну, это как себе делаем гигиену, да. Мгм. Собачкам нашим тоже обязательно нужна гигиена. Глазки, ушки, коготочки – это просто вот обязательное то, что нужно делать хозяевам дома. Все, он прилег. Всё. Да, теперь мы идем купаться. Вот так. Идем. Испытано на себе. Здравствуйте. Она ходит как хозяйка туда? Конечно. Давай ее поймаем, снимем ее. Подожди-ка. Майя. Зайка! Зайчка, 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 зайчка. Это кто такой сладкий? Юки! 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 Маечка, ну иди ко мне, что ты боишься? Пока мы перемещались из одного кабинета в другой, здесь мы встретили вот такое чудо.
Это просто красавица. Ее зовут Майя. Это любимец нашей хозяйки Екатерины. И только поглядите. Майя. Майя, иди ко мне, скорее. Маюша, Маюша. Скажи, я испугалась, что на меня смотрят. Маюшка, пойдем. Майя, пойдем. Дорогие друзья, сегодня я имею огромное удовольствие находиться в этом ветеринарном центре, потому что здесь просто вот таких милашек очень много. Вы только посмотрите на него. Смирно сидит, ждет своего мастера, наполовину уже побрит, но зато смирно сидит. Даже нет у него идеи сорваться с места, да? Ты красивый, не дрожи, не бойся, все будет хорошо. Все будет хорошо у тебя. Так, Екатерина, мы переходим уже в другое помещение, да, это второй грумерский кабинет. Да, это у нас второй большой грумерский кабинет. Сейчас мы здесь будем купать нашего Юки. Ой, это тоже очень увлекательный процесс, да? Да, конечно. Здесь мы Хорошо. обязательно Здесь тоже вопрос, фиксируем. собаки не любят воды. Большее, наверное, да, количество? Или наоборот? Многие любят купаться, больше воды, наверное, не любят кошки. А, вот так вот, да? То есть, опять же, привязываем, да? Да, конечно, мы обязательно фиксируем. У Юки опять очень жалостливые глазки. Он опять просит, не надо. Спасите меня срочно. Но, дорогой мой, ты участник проекта «Испытано на себе», поэтому у тебя выбора сегодня не остается. Так, водичкой, да, теплой? Да, температуры? водичка теплая, мы должны хорошо промочить шерсть. Ой, так есть. Пока мы купаем Юки, у нас готовится наша озоновая ванна. А вот, кстати говоря, про ту самую озоновую ванну мы поговорим, наверное, чуть позже, а вернемся, да, к тому, как мы моем собачек, да? Да, Вообще, хорошо, советы хорошо. какие? Не любит крутиться, да? Нужно опять разговаривать, да? Конечно, мы разговариваем всегда с нашими питомцами. Мы их уговариваем, говорим, какие они у нас молодцы. Вот и даже глазки дал помыть он нам. А можно так прям на мордашку? Да, водичку конечно. наливать? Мы должны хорошо промыть все. Ушки хорошо, глазки. Видите, какой молодец. Просто умничка. Терпеливо стоит, посмотрите. Конечно. Глазки помыли. Так. Затем мы разводим наш шампунь. Вот, кстати говоря, сейчас же огромный выбор, да, шампуней. Да. Самое главное, что не должен содержать шампунь для вот собачек и кошечек. Ну, вообще, шампуни для собачек и кошечек очень сильно отличаются от человеческих шампуней. Да. У нас очень разные pH, и поэтому, соответственно, мы должны использовать только те шампуни, которые предназначены конкретно для животных. Для животных. Это самое главное. Это правило. самое главное. Никакой чистой линии мы кошек и собачек мыть не должны. Действительно. То есть не пожалейте, купите. Кстати говоря, Конечно. это надолго хватает, правильно? Да, потому что это у нас идет шампунь-концентрат. Он разбавляется у нас водой, да, и нам надолго хватает. Вот смотрите, то есть нужно обязательно разбавить. Не надо наносить сразу на собаку, Да, мы обязательно разбавляем, делаем пену, густую довольно-таки. Она очень хорошо взбивается. И наносим губкой. Но при этом губкой мы не должны мыть питомца, мы просто наносим шерсть. Моется все руками, чтобы у нас не сбивались колтуны и не получилось еще хуже. Также забыла сказать, что собаку с колтунами мыть никогда дома нельзя. Потому что колтуны потом сядут, их вообще невозможно будет вычесать. Лучше вообще не мыть питомца дома, если образовались колтуны. Итак, дорогие наши телезрители, мы продолжаем мыть главного героя нашего эфира. Юки у нас уже чист. Самое главное правило – это хороший шампунь и ни в коем случае не моем с колтунами. Да. Хорошо, так. Хозяйка проверяет все, проверяет. Она Настолько тщательно промыта Да, собака. она заглянула, посмотрела и опять ушла. Так, хорошо. А он даже не дрожит. Да, ему хорошо, ему комфортно. Так, Он, хорошо. видимо, из тех собачек, кто любит купаться. Ага. Так, далее мы его просто Теперь всё мы это просто смываем. смываем все это дело. Стой, хороший. И это все делать обязательно нужно ручками, да? да? Только ручками. Заодно он получает такой довольно-таки приятный массаж. А вот, допустим, вот этой породы, как часто, потому что я читала, да, что когда ты слишком часто моешь собаку, это тоже плохо, да? Нет, ничего плохого в том, что часто моем собаку нет. Моя собака моется очень часто, моя личная. Да? Да.
Допустим, шпицам достаточно раз в месяц приходить на гигиену. Это у нас гигиенический комплекс, сюда входит мытье, сушка, частичный вычес, обрезание коготочков и бритье лапок, чистка ушек, глазок. А на комплекс со стрижкой можно уходить раз в 2 месяца. Ага. А По вообще, мере обрастания. вот надо ли брать все время вот это гипоаллергенные шампуни, или они все? Нет, они все очень безопасны, но если это, конечно, хорошая профессиональная косметика, специально разработанная для наших питомцев, то, в принципе, она вся безопасна. Ага. Если у собаки нет никаких сильно тяжелых кожных реакций, то, в принципе... А как проявляется вообще, вот, допустим, аллергия у собачек? Интересно просто. Ну, ты говоришь, что вот когда глаза начинают, да, гноиться. Глаза текут, это получается у нас больше пищевая аллергия. А, когда глазки текут, Да. это что-то не то съел. Да. А вот кожная аллергия, как можно увидеть кожную аллергию? Вот с такой шерстью? Покраснение, шелушение, Вот так надо заглядывать? перхоть, да. Ты бедненький, это На устал ушках уже. может быть какие-то высыпания, в паху. Ага. А вот, кстати говоря, мы не поговорили, пока мы тут его полощем, мы не поговорили о том, вот как уход за пастью собачки. Раньше у нас была такая услуга ультразвуковая чистка зубов без наркоза. Но мы пришли к мнению, что все-таки это опасная процедура. И сейчас у нас, так как у нас открылась клиника, у нас сейчас этим занимаются только ветеринарные врачи под присмотром. Это все делается планово и происходит полная санация рта. То есть это вот их прям усыпляют, да, Да. и это нужно именно показания какие-то иметь, да, Ну либо да, больные конечно. зубки, либо еще. Нежелательно это делать раз в месяц, да? Да, просто так как бы на Не эту надо. процедуру не А стоит. просто так лучше покупать косточки, да, Да, которые? если какой-то налет, можно купить зубную щетку, зубную пасту и прекрасно самому дома чистить. Такое тоже бывает? Да. Зубная щетка и зубная паста. Даже для таких собачек есть, да? Так, хорошо, но мы вроде бы его... Да. Еще надо? Мы его уже ополоснули. Сейчас мы нанесем на него маску Еще и и маску. отправим его принимать озоновую ванну. Все как у людей, понимаете? То есть помылись, ополоснулись, теперь нужна масочка, а потом еще и будет озоновая ванна. Видите, как можно любить, и главное, как нужно любить своих домочадцев. Не паникуем, отдыхаем. Что там у тебя что-то булькает, да, ты переживаешь? Посмотрите, он переживает, что там что-то булькает. Все. Опять хозяйка пришла. Ну что? Майя, Ну, чуть-чуть так. ну давай, проверь. Все под контролем, Майя, все хорошо. Мы тут моем мальчика. Мы закончили мыть нашего питомца. Сейчас по желанию нашей клиентки, которая попросила сделать маску для ухода за шерстью, мы ее разведем, нанесем на питомца и отправим его принимать СПА-процедуры. Вот так. То есть, Екатерина, это такая дополнительная услуга, да, Да, как мы это идет говорили? у нас как дополнительная услуга. Но для шпицов она, по-моему, да, показана зачастую, да? У них же Да, такая шерсть хорошая. абсолютно всегда. Мы как бы советуем эту процедуру. Очень хорошая. Так, разбавляем, да? Все это концентраты, да? Да, Такие, это всё поэтому надо разбавлять, да? концентраты. Да. Да, мы сейчас собьем маску в тугую пенку и нанесем на шерсть. Тем временем наш Юки уже начинает паниковать, думает, что-то давно со мной ничего не происходило. Неужели про меня забыли? Уже дрожать начал, подзамерз, зато сейчас пойдешь, у тебя будет СПА-процедура, выйдешь чистый, вкусно пахнущий. Итак, ага, маска. Теперь мы наносим маску, можете наносить. А как это делать? Просто так? Да, просто наносим маску. И туда. Своему хорошо. Стираем шерсть. Всё, видите? Ой, какая приятная Она она. очень приятная, она очень хорошая. А есть еще для собак кондиционеры или Да, шампуня достаточно? Есть шампуни, есть кондиционеры, бальзамы, маски. Но когда мы наносим маску, зачастую бальзам мы уже не используем. Ну а вы советуете лучше Лучше маска. маска. Она эффективнее, она лучше смягчает нашу шерстку. Также ну-ка, она и для посмотрим. кожи очень хорошо. Все, и прямо в маске мы опускаем в озон. Сейчас отстегиваем. Ну это сделайте вы, потому что я боюсь, мало ли вдруг уроню. Так.
Эта процедура помогает при аллопеции у шпицов, это когда наступает у нас частичное облысение. Эта процедура очень хорошо при аллергиях различных, вот мы как раз говорили, да, кожные какие-то болезни. Дезинфицирует подушечки лап. Короче говоря, это очень классная процедура, очень полезная для здоровья. Она оздоравливает как и снаружи, так и изнутри. Мы на 15 минут опускаем собачку, и вот они балдеют. Ну, кошек тоже можно, да? Нет, кошки очень... В принципе, да, это было бы полезно, но кошки, они такие существа, которые к воде не относятся крайне критично. Они бы здесь так не стояли. Они не будут так кайфовать, как наш Юки. Да, Юки? А Юки стоит. 15 минут достаточно, Да, да? 15 минут достаточно вполне. Ну, Вот а хорошо. противопоказаний на данную процедуру нет? Противопоказания, Озоновую. я думаю, что особо сильных противопоказаний нет, разве что это не беременность и какая-либо онкология. При остальных, как бы, это она только несет, получается, положительные, позитивные стороны. Нет, ну давайте я пока за ним поухаживаю. Нет, ты какой. Водичка-то, кстати, теплая, дорогие друзья. Тепленькая. Ну все, ты готов. Итак, уходим на следующую процедуру. Испытано на себе. Мы переходим к следующей нашей процедуре, а это у нас уже будет та самая стрижка. То есть тут уже ювелирная работа. Так, Юки наш мокрый, такой озябший слегка. Сейчас согреемся. Да. Хорошо. Приступаем. О, опять вся та же самая процедура, да? То есть мы его обязательно привязываем. Встаем. Сейчас весь макияж поплывет, да, в кадре, хорошо. И здесь мы первым делом должны... Ну, у нас тут, как обычно, хозяйка в кадре, понимаете? Без нее никак. Да, Наш драгоценный пудель контролирует весь процесс. конечно. Очень интересно. Юки, спокойно, мой хороший. Сейчас. Юки, давай, иди ко мне. Вставай, сегодня. Давай. А, вот успокоить нужно залапать. Да. Ну это не все, у всех по-разному. Все, мой хороший, не бойся, иди ко мне. Ой. Терпи, мой хороший, немножко осталось, терпи. Мы будем весь процесс Не надо же его полностью. Ну да, это долго, сейчас Так, надо подожди-ка, будет выслушать да. его, успокоить. Итак, дорогие друзья, этот процесс сушки достаточно долгий, и мы не сможем показать его полностью весь в эфире. Но знаете что, для собаки жесткий стресс. Сердце у нашего Юки бешено стучит. Он смотрит в глаза Екатерине, он смотрит в глаза мне, он смотрит в глаза оператору. Он ищет спасения. Это действительно для него сегодня шок. Вот тот самый фен. Но я думаю, совсем скоро мы увидим его уже таким, знаете, пушистым, чистеньким, а самое главное, сухим. Но это уже не в эфире, потому что, ну, действительно, это долгий процесс. Всё? Итак, шерсть повсюду, вот летает вокруг нас. Но эта процедура, так нелюбимая Юки, закончилась, да? Мучения его подошли к концу. Ой, хорошо, что у нас нет аллергии на шерсть, потому Да, что... это точно. Сейчас мы закончили сушку и окончательный вычес. Сейчас мы приступим к стрижке. Стрижку у нас попросили породную, стрижка у нас будет не короткая. Я вообще не противник, на самом деле, коротких стрижек шпицев, потому что они очень плохо влияют на качество шерсти.
То есть, ну и не зря же покупают такую собачку, да? Да, но очень многие приходят и просят подстричь его коротко. Какие модные были одно время очень стрижки под Мишку Бу. Мне кажется, они просто ленятся. Да, ухаживать. они считают, что если подстричь коротко, то собака не будет линять. Это большое заблуждение, да, потому что собака потом начинает сваливаться, и она превращается в один сплошной комок колтуна. Да, и они потом приходят и стригут снова и снова, думая, что собака будет выглядеть лучше, но это не так. Шпиц не зря у нас такой шикарной шубкой. Шубка должна, я считаю, быть его главным достоинством. И не надо ее сбривать. Никогда. А берите тогда лысых собачек, да? Да. Если хотите без шерсти. Есть же такие. Да, китайская хохлатая голая. Вот полностью голая, да. Ну, а Йорка-то можно, да? Йорка, конечно, у них делаются красивые стрижечки. А мне говорили, что вообще Йорк, он гипоаллергенен, да? Это правда или нет? Но на Типа самом у него деле, подшерстки нет, на да? самом деле нет гипоаллергенных собак, это большое заблуждение, потому что если есть аллергия на белок животные, которые выделяются со слюной, с мочой, какашкой, это все очень большой аллерген. Все, хорошо. А шерсть у них, да, человеческая. При стрижке мы что используем? При стрижке мы используем ножницы, ножницы все профессиональные, грумерский инструмент. И вы на это тоже обучались же, да? Все верно. Да, конечно, я в прошлом году прошла курсы. Прошла в курсе в одной из самых крутых школ груминга у Романа Фомина. И после этого я еще больше влюбилась в профессию, потому что так обучать, как обучает он, мне кажется, не обучает никто в этой жизни. Все понятно. Так, стрижку мы начинаем с задней части, да? Да, мы начинаем оформлять нашу заднюю часть. Ну, здесь все просто, да, в принципе? Тут какие могут быть ошибки? Ошибок на самом деле может быть очень Да вы много. Да. В стрижке шпица самое сложное – это, наверное, видеть его линии, потому что шпиц должен быть подстрижен очень аккуратно, и главное, чтобы не было коротких, особо коротких мест. Ты куда пошел, мой сладкий, стой? А не хочет он так стоять. Юки, ты хочешь смотреть на камеру? Да, конечно. Ты артист? В стрижке мы обязательно используем гребень. Мы всегда поднимаем шерсть, чтобы было видно. Вот так наверх, да? Да. А вот мы, когда принимали заявку, нам хозяйка шпица сказала, что он должен быть подстрижен по породе. То есть шпицы, они вот круглые такие должны быть, да? Ну да, они такие кругленькие, они такие сладенькие. Сильно мы их не застригаем. Делаем собачку с картинки. То есть вы должны еще, помимо того, что тут ручками работать, вы еще должны, наверное, много читать, знать, да, вообще какие-то каноны, правила, да, как должна каждая порода выглядеть, да, в идеале. По Ну, породе. на самом деле, ни один грумер, да, не может быть в идеале универсалом, потому что все равно отдаешь предпочтение какой-либо породе и делаешь на нее все-таки больше уклон. Ну вот поэтому мы выбираем и мастера, да, то есть есть, наверное, мастера, специализирующие на определенной породе, да? Кто-то у нас больших из девочек, да, делает больших собак. Я, допустим, больших собак вообще не делаю. Я только на декоративных породах. Это йорки, шпицы, шицу те же самые. Клиенты также предпочитают кто-то кругленькие ушки, кто-то треугольные, поэтому обязательно, когда мы принимаем собачку, мы уточняем, какой формы они хотят ушки. Многие клиенты, которые ходят к нам постоянно, они уже знают и сразу же говорят, нам треугольные, либо круглые ушки. Поэтому с ними проблем, как говорится, нету. Ну, вот это треугольник, да? Это да, это мы попросили треугольные ушки у нас клиент. Вот такое у нас ушко лисичкина получилось. И с этой стороны. Ну, обычно вы стрижете в паре, я так понимаю, да? Обычно я работаю с помощником. Помощник у меня моет, сушит, делает гигиену собачки, я только стригу. Ты моя зайчка, подожди. Как наша Юки.
уже устает, утомилась. Да. А вообще проводите ли вы какие-то, ну, вот помимо мастер-классов, может, какие-то презентации для детей или что-нибудь? Вот, дети мне, же любят да, собачек. мне очень бы хотелось, я к этому иду, я пока еще не начала. Но я бы хотела какие-то небольшие мастер-классы сделать по уходу за домашними питомцами. Да. Мне кажется, в основном это будут посещать дети, Да. даже можно сделать это для школьников, Да. чтобы они приходили со своими питомцами, и мы вместе с ними рассматривали их уход. Мне кажется, это вообще классная идея. Мгм. Я была бы в первых рядах, да? Уже бы, да? Да, Потому что действительно, ну это было бы здорово, потому что детишки-то любят же своих конечно. вот таких миленьких очаровашек. И, конечно, если бы еще прийти, да, посмотреть, как правильно за ними ухаживать. То есть Да. это, знаете, убить двух зайцев. Конечно. И отдохнуть, и еще и получить полезную информацию. Это 100%. Да, поэтому я думаю, скоро вы эту тему, Обязательно. да, реализуете в жизни. Екатерина отошла, но сказала мне прибраться, и это делается вот так. Готово. Испытано на себе. Наша красавица Юки готова. Как приятно все-таки вот работать с этими милыми существами, потому что отдача, она вот просто такая на энергетическом уровне превосходная. И я, Екатерина, в глубине души где-то даже завидую вашей профессии. Действительно, вывод нашего испытания сегодня – это, ну, однозначно, прекрасная профессия грумер. Здесь нужно, главное, любить животных, и тогда, мне кажется, Всё получится. Все получится. И мы благодарим вас, Екатерина, что позволили нам поучаствовать сегодня в этом интереснейшем процессе. Я действительно под впечатлением. И, конечно же, я благодарна тебе, наша красавица, за то, что так хорошо себя вела. У нас есть еще завершающий этап. Обязательно перед тем, как отдавать питомцев, мы их душим духами. Парфюм держится долго и дает хозяину чувство завершения всего Вот так. процесса груминга. Даже парфюм есть у собачек. Ну, давай я тебя один раз пшикну. И на такой вот ноте мы завершаем наш выпуск. Увидимся совсем скоро. До новых встреч!